Говорил ли вам врач когда-нибудь, что у вас имеется гипертоническая болезнь? Говорил? Да. Да. Вы подчеркиваете. Можете галочку поставить, можете подчеркнуть просто. Заполнить анкету заболевания, затем измерить рост, вес, давление. Алгоритм все тот же. Золотым правилам диспансеризации Питимать Белхароева не пренебрегает вот уже более 10 лет. Проверять свое здоровье считает необходимым. Результаты первичного обследования оказались весьма неплохими. Впереди женщину ждет следующий этап. Слабость есть у меня. Ничего, я сама себе поддерживаю так себе. Но то, что они мне говорят, и вот это я делаю. Ну, уже возраст такой, 62 года уже, я уже себе считаю взрослым. Проводят диспансеризацию врачи общей практики. Это неврологи, хирурги, офтальмологи, эндокринологи. Однако процедура для пациентов начинается здесь, в лаборатории. Для получения результата нужно время. Пользуясь случаем, специалист осматривает пациента. Через несколько минут врач сообщает о результате проверки. Проводить ее желательно. Диспансеризацию должны пройти все категории граждан. Диспансеризацию, профилактический осмотр. Профилактический осмотр ежегодно проводится, а диспансеризация от 18 до 39 лет проводится раз в 3 года, старше 40 лет проводится ежегодно. Пациентам в возрасте от 18 до 39 лет проводить диспансеризацию положено 3 раза в год. После 40 желательно ежегодно. Поэтому проверять свое здоровье должны как взрослые, так и молодые. Розе Албагачиевой 20. Своему самочувствию девушка уделяет особое внимание. И уверена, лечение лучше начать до того, как болезнь начнет прогрессировать. В следующий раз планирует прийти со своей семьей. Каждый год для себя я его прохожу, для себя, для своего здоровья, чтобы быть уверен, что у меня нет ничего плохого или нет каких-либо осложнений для себя. Если я не буду следить за собой, кто? Пройти бесплатное обследование у врачей может каждый. Оно не займет много времени, но пользу здоровью принесет огромную. По словам медиков, большинство пациентов поход в больницу оттягивают до последнего. И дело не только во времени, а в возрасте и общем состоянии человека. Начинается самолечение, которое не приводит ни к чему хорошему. В прошлом месяце буквально мы выявили больного со злокачественным новообразованием желудка. В ходе второго этапа сделано ФГДС, взят анализ на биопсию. В результате подтвердился ЦР желудка. Он проконсультирован нашим онкологом, направлен на дообследование в республиканский онкодиспансер. Поэтому очень важно проходить диспансеризацию вовремя. Кстати, с 2021 года для переболевших COVID-19 пациентов ввели углубленную диспансеризацию. Тем более лекарства от постковида нет, а значит лечение для каждого пациента индивидуально. Все зависит от того, как переболел человек и какой был штамм. Чем отличается? Во-первых, в углубленной диспансеризации у нас новые анализы, D-димер, C-реактивный белок. Мы проводим спирометрию, измеряем сатурацию этим больным и проводим тест 6-минутной ходьбы. Если при этих исследованиях у нас выявляются отклонения, мы больного направляем на второй этап. Там мы проводим КТ органов грудной клетки, там мы проводим дуплексное сканирование вен нижних конечностей, и там мы проводим УЗИ сердца. То есть углубленная диспансеризация проходит в 2 этапа. Ежедневно в Малгобекской больнице диспансеризацию проходит порядка 30 человек. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла почти в 2 раза. Медики верят, статистика прошедших обследований будет расти, а их призывы действительно найдут отклик. Хава Гагиева, Магомед Даскиев, Новости 24.